2015 году, когда Владимир Владимирович был в республике, на совещании вот эти объекты, 5 объектов, по моей просьбе, были включены именно в протокол. Эфир, которого ждали многие. 3 часа Юнусбек Евкуров общался со зрителями в свободном формате. Я нашла свое место, и мне легко работать. Ее заслуги отметили на федеральном уровне. Наша землячка получила грамоту от президента страны. Терроризм, это, во-первых, это плохо. Соревнования, объединения к солидарности в борьбе с терроризмом на стадионе в Магасе прошли состязания среди молодежи. Нами подготовлен план, график работы России, Казахстана и Кыргызстана на текущий 2017 год, в котором определены цели и задачи, в том числе исполнение вашего поручения по выявлению сведений персонального характера. Они историю собирают по крупицам. Глава республики встретился с представителями Госархива Ингушетии и НИИ имени Чаха Ахриева. Заканчиваем 3-й этаж 6-го блока, 2-й этаж 1-го блока, спортзал. Заканчиваем, будем сейчас скоро перекрытие делать. Сразу 5 школ возводят в Ингушетии. На одном из строящихся объектов в Малгобеке побывал наш корреспондент. Добрый вечер. В эфире национального телеканала «Новости». Сотни звонков и СМС-обращений. В эфире национального телеканала прошла программа «Диалог с народом». Более 3 часов глава республики Юнусбек Евкуров отвечал на обращения жителей. В общей сложности на программу поступило около 600 вопросов. И это при том, что нами не учитывали звонки с благодарностями людей за уже решенные вопросы по предыдущей программе и в период подготовки к этому диалогу. Пик активности жителей, как и ожидалось, пришелся на период прямой трансляции. В самом эфире прозвучало более 40 обращений. Темы вопросов были самые разные. По-прежнему актуальной остается социальная сфера. Коснулись и положительных изменений, происходящих в регионе за последние годы. Так, к 25-летию Ингушетии в республике открылись сразу 5 объектов, строительство которых держал на личном контроле президент России Владимир Путин. Это перинатальный центр, детская больница в Насыркорте, онкологический диспансер в Приево, дворец спорта имени Берда Евлоева. В 2015 году, когда Владимир Владимирович был в республике, на совещании вот эти объекты, 5 объектов, по моей просьбе, были включены именно в протокол. Для того, чтобы федеральный центр и министерство федеральное более оперативно обратили на это внимание. И сегодня все они для нашей республики являются таким стратегическим потенциалом. Ну, по перинатальному центру было много споров, обоснованных споров было, в том числе, зачем нам, республике, это нужно, что мы можем все эти процедуры проходить в соседних регионах, где более развитое здравоохранение, где более опытное количество, большее количество врачей, ну и так далее. Но мы со своей стороны обосновали это тем, что если мы будем постоянно ездить в регионы, когда тогда наши врачи будут развиваться, когда мы будем развиваться, и почему нас тормозят в развитии, да? Нас услышали, к счастью. Сегодня перинатальный центр у нас есть, только остается главная задача для персонала максимально оправдать те колоссальные вложения федерального центра вот именно в этот перинатальный центр. И, конечно, я его выделяю среди всех этих объектов, так как он начинается вообще этот объект, или для любого человека начинается этот объект, да, вот рождаются дети и в этом объекте непосредственно, в этом центре. Второй объект – это онкодиспансер. Мы уже там в полном цикле уже даже химию делаем, и кто-то доверяет этому объекту, кто-то не доверяет, кто-то все равно уезжает за пределы республики. Но сегодня я прошу жителей ездить туда, обследоваться, получать консультации, диагностику, чтобы
не затягивать вот эти болезни, если у кого-то давал, то если у кого-то такие болезни есть или могут быть, чтобы они на ранней стадии их обнаружили. Мы можем это сегодня делать. Ну и, конечно, это удобно для тех, которые даже выехали за пределы, получили оперативное вмешательство и дальше могут сопровождаться уже здесь, в республике. То есть химиотерапию, все остальное могут делать в нашем центре. Ну, а остальные объекты, там, детская больница и дворец спорта, они тоже немаловажны. Поэтому я бы эти два объекта выделил, бы так, конечно, все объекты важны для нашей республики. «О, спорт, ты мир» – эти известные слова давно звучат в Ингушетии как девиз. Триумфы наших спортсменов, проведение всероссийских и международных соревнований прославили республику. Но, как отметил один из обратившихся на диалог с народом, вероятно, ярый болельщик, последние два чемпионата мира по борьбе по дзюдо не оправдали надежд. Можно ли считать выступление ингушских борцов неудачным, спросили у главы. Во-первых, мы должны гордиться тем, что у нас появились уже топовые хорошие бойцы, борцы, спортсмены, которые уже выходят на уровень сборной страны. И мы должны гордиться нашими дзюдоистами, которые сегодня уже в сборной были и выступали в Будапеште аж целых 5 человек от республики. 3 там за сборную страны, 1 за турецкую сборную и 1 за команду сборной страны. Выступление, нельзя сказать, что оно провальное, да, или неудачное. Да, нам хочется больше, но тем не менее, это первый чемпионат вообще такого уровня для наших борцов, дзюдоистов. И здесь очень, ну, как вам сказать, сложно психологически вот эти барьеры прийти. И Хасан, и Хусен, я думаю, что они уверены, они выступили достойно. Хасан бронзу взял, что вы еще хотите на чемпионат мира, там довольно сильные соперники, и у них большое будущее, они молодые ребята, все у них получится, поэтому давайте мы не только их будем, наоборот, в таких случаях еще больше надо поддерживать, они говорят, что мы там, они молодцы, и мы их будем поддерживать дальше, и они еще не раз докажут и покажут, что они сильнее в своем весовом категории, сильнее всех. Это одно. Насчет вольной борьбы, я бы тоже не сказал, у нас хорошие ребятишки растут. Я не знаю, сегодня там Евлоев взял в финале или нет, там, но он в финал уже вышел, молодежной сборной страны. А второй Евлоев проиграл, но ничего плохого. Главное, что он принял участие, выступил. И то, что они в сборную попали, это для нас большая честь, для республики. Они сборной страны. Они все равно в своей весовой категории лучшие. Первые, в первых строчках стоят. По вольникам взрослые, да, я могу говорить, что там я в некоторой степени доволен. Почему? Потому что не оправдались наши надежды, 5-летней программы, чтобы борцы выросли. Но я думаю, что они тоже находятся в десятке своих весовых категориях. Это тоже неплохо. И та конкуренция, которая там есть, не позволяет им выйти на тот уровень, чтобы они могли бы выходить на чемпионаты там, страны достойно. Насчет греко-римской борьбы, серебряная медаль Евлоева. Что, плохо, что ли? Давайте мы там... Один человек выступил и взял серебряную медаль от России. Ну, я имею в виду в составе сборной России. От Ингушетии выступил один. Муса Евлоев. Взял серебро. Посмотрите, какой достойный соперник был. Именитый, опытный. И то, я думаю, что Муса мог бы взять. Но здесь не надо забывать про опыт. Если у Алексаняна был опыт Олимпийских игр, или 4 или 5 раз участия в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, у Евлоева не было такого опыта. Это довольно серьезный психологический барьер, поэтому у наших ребят будущее. И вот это получилось, как получилось, давайте больше не будем говорить. Я благодарен ребятам, и держаться надо, и наоборот, когда проигрывают, они становятся злее. Сейчас покажут мастер-класс хороший. И еще один важный вопрос прозвучал в прямом эфире. Обратившийся к главе республики коснулся реализации программы по адаптации и социализации семей участников НВФ. Интерес вызвало предложение Юнусбека Евкурова направлять в отряды юноармейцев детей из семей как погибших сотрудников правопорядка, так и бывших членов НВФ. Многие благодаря вот этой площадке нашли возможность выйти из этого состояния. Мы
недавно проводя митинг по солидарности в борьбе с международным терроризмом, тоже об этом говорили. И те ребята, которым помогли, они не побоялись, не постеснялись выйти и признать, да, у нас были такие ошибки, посмотрите на нас, мы сейчас стоим на ногах, находимся в своей семье, развиваемся и благодарны за это. Поэтому я не буду сейчас цифры приводить, там большое количество молодежи, детей. И здесь нам надо задуматься, что за каждым этим молодым человеком стоят его жена, его дети, мама, папа, братья, сестры. Это огромное количество людей, которые уже не беспокоятся за него и спят себе спокойно. И благодарны в том числе и власти за то, что создали вот эту площадку. То, что мы не только по детям, я эту задачу ставил, почему? Потому что сам лично участник вот этих переговоров, разговоров, сам посещает, в том числе в Троицкой, и в Сунже, и в Нестеровке, семьи уничтоженных, ликвидированных членов бандподполья, где мать осталась одна с дочкой там, или с невесткой. И когда соседи как-то стараются их обходить. Я там собирал женщин, соседних, тоже просил их, там, давайте, нельзя, случилось. Давайте вы как-то интегрируйтесь, помогите им. И пиарская объяснена, Галами Талевал Шалч, Саглучана, не обходите их стороной. И чайбли, да читашли, камял дуйцы, чайбли дачу, шедол шашбли, то есть не отталкивайте их дальше. Им же надо среди вас жить, они же никуда не улетят, не испарятся. Интегрируйте их в обществе и вот этим самым покажите, что хоть и их там родственник непонятно по каким-то призывам пошел убивать наших же самих граждан, но мы все равно к ним относимся по-человечески. И давайте постарайтесь сохранить хотя бы то, что уже осталось. И в том числе по вдовам уничтоженных там, или убитых там, бандитов, или членов бандподполья, или замешанных в этой среде. Чтобы и с ними работа была, мы и матери Ингушетии этим занимаются, и будем это все продолжать. И, конечно, дети. Почему? Потому что у нас страна с социальным обязательством, независимо, кто там был твой родитель, или там брат, или кто бы ни был, все получают пенсии, все получают детские пособия, где больше, где меньше, но никого не отталкивает государство, все одинаково получают это все. И в этом вопросе, конечно, мы должны особое внимание обратить на детей. Почему же, если ребенка оставить в среде с матерью и своей этой болью, а как бы мы ни хотели, можем называть их террористами, бандитами, еще кем-нибудь, но они тут же, мы должны понимать, что они чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то там сыновья. То есть это не то, что виртуальные люди. Они в нашей среде были. И у них есть дети, у них есть жены, которые остались вдовами, у них есть родители, которые остались, если у кого есть они там, братья, сестры, и особенно дети. И мы должны с этими детьми, конечно, работу тоже проводить. Не в плане агитируя, что вот твой папа был плохой, там, нехороший, он был бандит, а в плане того вообще не затрагивать тему отца, а в плане давай понять, что он такой же член общества, гражданин общества, ребенок наш, имеет право и на детский сад, и на школу, и на все с учетом этого. Если мы создаем какие-то площадки, юная армия это будет, там, или же другие там, какие-то детские площадки, конечно, дети должны все там быть. И их не надо делить на своих или на чужих. Вот поэтому эта задача стоит. Я надеюсь, что по достоинству оценить это, в первую очередь, родители этих детей, кто там остался, и постараются сделать так, чтобы уже в среде этих детей не было вот этих разговоров, кто свой, кто чужой. Ну и от вопросов регионального характера к проблеме мирового масштаба. Самая обсуждаемая тема последних дней – события в Мьянме, происходящее в этой стране в первой линейке новостей. Угнетение мусульман рохинджи, иллюстрированная в фотографиях, самая обсуждаемая тема в соцсетях. Свое мнение по этому поводу выразил президент России Владимир Путин. И вот как прокомментировал эти события Юнусбек Евкуров. Ну, я что скажу по этому поводу? Кто-то просит проводить митинги, кто-то просит там по-другому обозначить наше участие, соучастие, кто-то хочет публичности. Ну, по-разному есть темы. И
Я не счел нужным отдельно проводить по этому поводу митинг в республике. Почему? Потому что мы 3 числа на общем митинге, где мы в том числе, и митинг был посвящен солидарности, борьбе с терроризмом. А то, что происходит в Мьянме, это тоже один из таких направлений политических терроризмов по отношению к мирному населению. И я здесь я обозначил эту тему. И кому хотелось бы об этом говорить, должны были прийти туда на митинг и об этом говорить. Это раз. Это первое. Второе, я бы просил людей правильно понимать ситуацию. Почему? Потому что это сегодня это вышло в течение буквально 2 месяца в интернет, во всех там. И это тоже специальные заготовки, которые нужны кому-то, чтобы рассчитать ситуацию, потому что в нашей стране. А активная фаза событий в Мьянме, именно в том районе, где живут мусульмане, она началась не сегодня, не вчера, она началась в 2016 году. Первые жертвы пошли тогда. И почему-то с 2016 года об этом никто не говорил. И нигде в соцсети это не проходило. Это второе. Третье. Многие фотографии, в том числе, которые сегодня выкладываются в интернете, это похороны людей, которые погибли в землетрясениях, в том числе в Китае. Это уже доказанные факты. Это фейки, которые вставляют и показывают, что якобы это издевательство властей Мьянмы над мирными мусульманами. Что тоже там есть место быть. Там, если в 2016 году там уже было сожжено более 400 домов даже. Да? Вот там, где кварталы мусульманские были. То это тоже было там, это факты были. Но сегодня это специально закидывается для того, чтобы в том числе и добиться сегодняшнего состояния среди мусульман, в том числе России. Почему мы не участвуем, почему мы не делаем, почему? А что мы должны делать? Если кто-то думает, что он, вот мы позавчера с 2 товарищами тоже разговаривали, один прямо говорит, что вот надо выйти, вышел, и что дальше? Надо заявить, заявил, и что дальше? А не проще тебе каким-то образом по-другому это выразить? Почему ты должен на улице выступать, несанкционированно что-то делать? И почему ты не идешь туда, где мы это организовываем тогда? Почему ты слушаешь тех, кто сбрасывает братья мусульмане, давайте соберемся там-то. Пускай этот человек, который сбрасывает, напишет свою фамилию, имя, отчество, адрес свой. Тогда ты поймешь, за кем ты идешь. Или надо ли тебе идти. Ты туда приходишь, а того, кто сбросил это, его там нет. Ему это и не надо. Он со стороны наблюдает, а что там будет. А с тобой начинает разбираться полиция или еще что-то за несанкционированные действия. Мы свое мнение по этому поводу сказали. И еще раз повторяю, мы в стороне не остаемся в плане, если такая возможность будет, оказания гуманитарной помощи этим людям. Если это будет, а Министерство иностранных дел Российской Федерации никогда это не запрещает. И когда мы направляли гуманитарную помощь жителям Сирии, 1, 2, 3 раз, нам ни разу не сказали, не надо этого делать. И федеральная власть не сказала, не надо этого делать. Наоборот, поддержали, сказали спасибо. Потому что и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. И если здесь такая возможность будет, поверьте, мы объявим всем, и мы сделаем обязательно. Сегодня же я прошу всех жителей, кто искренне сочувствует этому, а мы все сочувствуем, давайте молиться, давайте призывать. Я в том числе не могу приказывать, но рекомендовал в том числе в эту пятницу имаму, пожалуйста, сделайте дуа за всех, кто пострадал в мечетях. Это как раз та площадка, где верующие в том числе могут это выразить, свое сочувствие, свое отношение к этому делу. От жителей в ходе диалога поступали не только вопросы, но и предложения. К примеру, житель селения Барсуки поделился своей идеей, как можно ударить по безработице и дать жителям республики возможность дополнительного заработка. Он предложил открыть в селе пункт сбора молока и молочной продукции от местных хозяек. Мы изучим этот вопрос, в принципе, и поставим задачу, чтобы все-таки увеличить закуп. Не обязательно там мясомолочный комплекс должен закупать это молоко, но тем не менее там есть молочный завод и есть у нас мини-заводы, в том числе на населенных пунктах. Но было бы лучше,
И здесь Министерство экономики получит там, после этого там, диалога задачу. Одна из задач будет такая, чтобы все-таки в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в селе, в том числе Барсуки, открыть мини-молочные цеха, куда могли бы там люди сдавать излишки молока, и там можно было бы делать там, на уровне уже там, села и молочную продукцию, в том числе йогурты там, и так далее. Ну, изучим вопрос, хорошее предложение. А завершая диалог с народом, глава региона еще раз подчеркнул, что все вопросы, оставшиеся, так сказать, за кадром, обязательно будут рассмотрены. По каждому обращению будет работать специальная рабочая группа. И по традиции, подводя итоги программы, Юнусбек Евкуров призвал жителей ценить ту стабильность и благополучие, к которому ингушский народ шел так долго, делать главный акцент на образовании и воспитании детей будущего региона. Нашим телезрителям хотел бы сказать, вот те вопросы, которые сегодня поступили, я специально сказал не озвучить здесь вопросы по благодарностям. Там очень много благодарностей, и тоже ничего здесь нет удивительного. Если брать там и дороги, и тротуары, и школы, и садики, и дома, и очень много проблем мы сняли. Очень много проблем сняли. Я помню, раньше их было куча этих вопросов каждый день. Сегодня эти проблемы там Далхвастама уходят в небытие. Поэтому мы здесь озвучили ряд тех проблемных вещей, которые там, по усмотрению уже непосредственно, в том числе организаторов этого направления. Для тех, кто сегодня, завтра скажет там, или напишет, что это специально подготовленная передача, повторяю, да, специально подготовлена. Почему? Потому что в течение недели принимаются вопросы, обрабатываются. И здесь тоже надо сказать, что многие вопросы, которые здесь уже в течение недели, они даже до сюда не дошли. Почему? Потому что они были решены быстро и оперативно. Так же, как сейчас случай был, который там, насчет автобуса я сейчас проверю, конечно. Я не знаю, как он космически быстро это решил. А вот насчет восстановления ущерба, это быстро. Вот так решались вопросы. Поэтому всем, кто поблагодарил нас за работу, и меня, и команду нашу всю, а мы все ваши, не чужие, Баркалдиария Салшан. И мне тоже приятно, когда работу замечают, когда мне говорят спасибо, если мы заслужили это. И хочу сказать, что те вопросы, которые мы сегодня не озвучили, а их большинство, конечно, сегодня моим распоряжением будет обозначена рабочая группа во главе с представителем правительства. И мы в течение месяца, 2 месяцев по каждому вопросу, конечно, дадим ответы и постараемся проблемы максимально решить, а там, где мы не можем решить, дать положительный или какой-то другой ответ. И к другим темам. Моральное поощрение за труд. Президент России подписал распоряжение о награждении представителей различных профессий. Среди отличившихся секретарь избиркома Ингушетии Мадина Парижева. За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу она награждена почетной грамотой главы государства. Лейла Гайсанова расскажет подробнее. Высокий профессионализм, порядочность, пунктуальность и ответственность – отличительные черты секретаря избиркома республики Мадины Парижевой. В студенческие годы она мечтала стать следователем и даже поступила на юрфак, а затем работала в прокуратуре Сунжинского района. Однако судьба привела ее в избирательную комиссию еще в 1999 году, и, как оказалось, не зря. Планы поменять работу у меня не было. Потому что, не знаю, мне кажется, я нашла свое место, и мне легко работать, может быть, потому что я уже давно работаю и уже знаю свою работу. Ни много ни мало, уже 18 лет она трудится здесь, порой даже жертвуя своей личной жизнью. У Мадины 5 детей, и в период выборов дети сутками не видят свою мать. Работает секретарь прежде всего для народа, отдавая этому делу всю себя. Бывают моменты, когда нужно привлечь для помощи родственников, потому что бывают периоды, когда мы допоздна здесь задерживаемся, бывает время, когда мы и ночуем здесь. Это в период избирательной кампании. Так не могу сказать, что сложно, потому что подмога родственников – это многое значит. За время работы секретарь избиркома участвовала в подготовке и проведении 10 федеральных и 6 региональных избирательных кампаний, а также 125 муниципальных выборов. При ее непосредственном участии подготовлены проекты многих законов Ингушетии. Среди своих коллег она пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Один из
ведущих работников нашей избирательной комиссии. На ней стоит вопросы организации работы всего аппарата работников избирательной комиссии, проведения, составления протоколов заседаний избирательной комиссии. Так что, конечно, очень большой объем работ, и она с этим объемом успешно справляется на сегодняшний день. Человек с большой буквы, могу с уверенностью сказать, поскольку независимо от того, да, от какой политической партии ты сегодня выступаешь или представляешь, она шла навстречу, помогала, подсказывала определенные вещи. Тот опыт, который у меня сегодня, да, имеется в багаже, он однозначно связан и реализован с помощью Мадины. Глава государства наградил Мадину почетной грамотой за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Такая высокая оценка труда для нее многое значит. Заверяет, что продолжит свою деятельность на благо республики и страны. В первую очередь хотела бы поблагодарить, выразить слова благодарности и признательность руководству республики за то, что они представили меня, оценили мою работу и представили, поддержали мою кандидатуру к столь высокой награде, как почетная грамота президента Российской Федерации. Я была очень рада, когда узнала. Такая награда свидетельствует об успехах Мадины в своей работе, которые замечают и на федеральном уровне. Лейла Гайсанова, Адам Далаков. Новости 24. Соблюдать умеренность в пользовании интернетом, взвешивать каждое слово и не поддаваться на провокации. Эти и другие рекомендации получила молодежь селения Нестеровское. Там прошла встреча антитеррористической комиссии с учащимися местных школ. В профилактической работе привлекли и духовенство. Стоит отметить, такие воспитательные беседы проходят во всех районах республики по поручению Юнусбека Евкурова. Репортаж Мадины Пугоевой. Для учащихся старших классов эта встреча с представителями антитеррористической комиссии не первая. О том, что экстремизм и терроризм приносят только вред, ребятам уже говорили. Однако в этот раз организаторы мероприятия решили подробнее остановиться на негативном влиянии всемирной паутины. Даже самый умелый пользователь интернета вполне может оказаться заложником психологического воздействия вербовщиков и попасть в неприятную ситуацию, уверены они. Террористическая организация ИГИЛ является запрещенной в Российской Федерации. Если какая-то информация поступает или по каким-либо источникам, вы должны знать, что любой просмотр или там сотрудничество с какими-либо такими организациями, запрещенными в Российской Федерации, они являются противозаконными и, соответственно, могут преследоваться по Уголовному кодексу. Чтобы дети могли представить масштабы последствий терроризма, организаторы встречи показали им социальный видеоролик «Нападение на сотрудников правоохранительных органов в 2004 и подрыв здания РОВД в 2009. Десятки погибших и пострадавших». Представители духовенства напоминают, что экстремизм с религией ислам не имеет ничего общего. Только знание религии позволит уберечь молодых людей от негативного влияния экстремистов, уверены старшие, а потому свободное время нужно тратить не на просмотр видеороликов и общение в социальных сетях, а на учебу и полезный досуг. Впрочем, нынешняя молодежь с каждым годом старается оправдать ожидания старших все больше и больше. Я не сижу так в интернете сильно, не подписываюсь ни на какие группы. Просто там бывают видео какие-то смотрю, там про спорт, больше интересуюсь спортом. И так, учеба, спорт – первое место у меня. Конечно, религии надо знать, что делать, но нельзя быть чересчур фанатиком. Надо выполнять самые главные части ислама – это молитва, пост, сах давать. Ну и слушаться, самое главное, своих родителей. На этом познавательные беседы не закончатся. Представители антитеррористической комиссии проведут подобные встречи и в других населенных пунктах республики. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Воздействует на молодые умы не только словом. Спортивное мероприятие в солидарность борьбы с терроризмом провели на стадионе в Магасе. Ребята со всего Назрановского района соревновались в 5 разных спортивных дисциплинах. Подобные мероприятия сплачивают молодежь, прививают любовь к спорту, а значит, занимают их досуг, уверены организаторы. Подробнее в репортаже.
Все? Стрельба из лука, футбол, волейбол, бег на ходулях, лазание по скалодрому. Перед началом матча тренер школьной команды дает инструкцию ведения игры и распределяет, кто какую позицию займет. Для Магомеда Амина участие в этой игре – спортивный дебют, как и для его товарища по команде. Здоровое поколение – будущее нации. У этих ребят точно нет времени заводить сомнительные знакомства в интернете. Все свое свободное время они предпочитают занимать в спортзалах. То, что терроризм – глобальная проблема человечества, ребятам даже объяснять не приходится. Терроризм, это, во-первых, это плохо, ты перед Всевышним как-то тоже, это понятно же, плохо. И как бы ты свой народ как бы выставляешь как бы с плохой стороны, ты позоришь свой народ, показываешь, насколько на самом деле ты показываешь их с другой стороны, не с такой, с какой они есть. Ингуши — это добрый народ, хороший, древний народ. А если ты террорист, как бы, то с этой стороны кажется, как будто мы плохие люди, убиваем, и как бы нам не жаль никого, всем просто главное убить. Стрельба из лука этим мастерством издревле хорошо владел каждый мужчина. Нынче же в таких навыках нет необходимости. Но заинтересованных в этом виде спорта довольно много. Хотя и Султан держит лук впервые, но с первой же попытки попадает точно в мишень. Мне самому всегда было интересно пострелять, и я только в первый раз участвую, и получилось попасть в десятку. Думаю, если в дальнейшем будут какие-то соревнования, я буду также участвовать. Спорт в республике развивается ударными темпами. Молодые спортсмены часто заявляют о себе на всероссийских и международных турнирах. Цель этого мероприятия – привлечь больше ребят в активный образ жизни и дать им возможность проявить себя. Да, мы наглядно показываем, что терроризм – это, чтобы они внедрили в спорт, чтобы привлекали в спорт. И призовой фонд здесь мы организовали очень хороший призовой фонд. Ценные подарки, все там другое. Борьба с экстремизмом и терроризмом в Ингушетии ведется главным образом через активную работу с молодежью, начиная со школьной скамьи. Вовлечение нашей молодежи, спортивная жизнь, чтобы наша молодежь выбирала правильный путь, чтобы у нас было больше чемпионов, олимпийских, российских чемпионов. И в рамках этого мы проводим это мероприятие. В этот день ребята могут проявить себя в разных дисциплинах вместе со своей командой и таким образом показать пример другим и напомнить, что терроризму нет места в нашем обществе. По окончанию соревнований ребят ждут ценные призы и подарки. Саид Куштов, Адам Кадзоев, Новости 24. Уже завтра первая группа паломников из Ингушетии прилетит на родную землю. Хаджи пакуют свои чемоданы, и в это время в гостиницу завозят питание целыми машинами. Все это благодаря одному из паломников. Такая картина наблюдалась на протяжении всего хаджа. Глава Ингушетии провел рабочую встречу с начальником регионального штаба юнармии Мадиной Богатыревой. Она рассказала Юнусбеку Евкурову о ходе работы по формированию юнармейских отрядов при министерствах и ведомствах. Кроме того, она представила окончательный список школ, где будут созданы юнармейские классы. Но прежде на базе одного из учреждений образования, по ее словам, за счет спонсорских средств решено реализовать пилотный проект, открыть образцово-показательную комнату, оформленную необходимой атрибутикой информационными стендами. Глава Ингушетии считает, что для решения этих задач необходимо правильно выстроить работу, обозначить перед директорами задействованных школ и начальниками управления образования сроки реализации проекта, направленного на патриотическое воспитание детей. Так вот по отрядам каждая силовая структура уже делала не юнармейскую форму, а нашивки. Получается у нас, если рассчитать, 640 форм это будет по силовым структурам и 360 по министерствам и ведомствам, это уже именно юноармейская. Например, МЧС. Имеет свой класс МЧС. У них уже есть класс МЧС. Они должны только включиться в программу юноармейцев. Так? То есть надо одеть, форму одежды им дать, это делать, то есть включить их механизм юноармейцев включить. Они нормативы там участвовали, мероприятия, то есть они это уже все знали, это МЧС. И посмотрите, какие классы еще есть. Силовики, понятно, которые есть. Потом ветеранская организация, там, боевые братья. Или там десантная, союз десантников России. То есть со всеми надо поговорить.
И все должны свои классы сделать, это раз. Но если мы, например, берем там класс прокуратуры или ФСБ или МВД, он может быть не отдельно класс, а могут быть там вот группы, они в каждой школе могут, в одной школе Малгобеке 3 человека, там 4, там 5 человек, они могут в разных. Я уже там вчера говорил об этом, если бы они вот этих детей там собирали бы в одном месте каким-то образом, это были бы дети самих сотрудников, тоже прокуратуры. Они бы тогда и ветеранов прокуратуры, и действующих, и они бы там учились бы их там сопровождать, и потом они поступали бы по линии прокуратуры куда-то там на учебу. Дети военнослужащих туда, дети МВДшников сюда. То есть как бы какая-то династия, чтобы была у них. Инспектор Евкуров провел рабочую встречу с представителями Госархива Ингушетии и Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Тема обсуждения – выявление документов по истории Ингушетии в архивах ближнего зарубежья. Совсем недавно они вернулись из Центральной Азии, где при содействии главы республики осуществляли поиск документов с упоминанием об ингушах, проживавших в Казахстане и Киргизии. Мерснаков Гайзиков сказал, что сегодня определенный интерес для научного сообщества республики представляют государственные архивы Азербайджана, Грузии, Украины, Польши, Германии и Турции. Именно там, по его словам, хранятся важные документы, имеющие прямое отношение к нашей истории. Глава Ингушетии также подчеркнул необходимость дальнейшего изучения госархивов разных стран, к которым ингуши имели хоть какое-то отношение. Он считает, что по-прежнему неизученным остается большой пласт истории нашего народа, а также жизненный путь некоторых литераторов, ученых, офицеров, общественных деятелей и просветителей, которые либо жили на территории Ингушетии, либо посещали наши края. Нами подготовлен план, график работы в архиве Казахстана и Кыргызстана на текущий 2017 год, в котором определены цели и задачи, в том числе исполнение вашего поручения по выявлению сведений персонального характера. Финансовое обеспечение предполагается за счет целевых средств, заложенных на 2017 год в рамках государственной программы развития культуры и архивного дела по программе восстановления архивных фондов, а именно на цели по комплектованию госархива документами по истории Ингушетии. И предполагаемые сроки исполнения при условии финансирования данных мероприятий без задержек – это сентябрь-октябрь текущего года. Для выполнения данной работы нами определены специалисты, которых мы предлагаем включить в соответствующую рабочую группу. Это профессиональные историки, имеющие опыт работы в архивах Казахстана. Они здесь присутствуют: Лейла Ивановна Рахханова и Тамару Манкелеевну Индиева. И самый, мне кажется, опытный в нашей республике поисковик, который вот уже почти 50 лет работает в архивах, это Мерснаков Гайзиков. Это должен быть хороший план заданий, рабочий план заданий. Наших вот всех вот этих, не только великих людей, вообще людей наших надо найти, которые без вести, безвестны, там где-то вот пропали, там неизвестно где они. Каждому родственнику, это для каждого родственника это тоже большой плюс, там большое подспорье. Ну и плюс помимо всего этого еще посмотреть, что еще осталось там из наших архивных там того периода данных, что туда передавали. По цифрам, по другим вещам. Понятно? Нет? На это обратите особое внимание. В эти дни мы отмечаем 115-летие со дня рождения первого профессионального историка и ученого Мурада Муртузовича Базоркина. Родился он 6 сентября 1902 года в селе Базоркино пригородного района в семье потомственного военного Муртуза Бунухоевича. С 1925 года он учился в Горском педагогическом институте в аспирантуре. После работал научным сотрудником Ингушского научно-исследовательского института. Мурад Базоркин принимал участие в археологических исследованиях в горах Ингушетии вместе с Семеновым и Крупновым. Им проведена большая работа по созданию отдела гражданской войны музея селения Мужичи. Мурад Муртузович также активно помогал начинающим историкам и всю свою жизнь серьезно занимался вопросами истории Ингушетии. Более 700 школьников в Малгобеке скоро сядут за новые парты. Там, в юго-западной части города, строится новое здание общеобразовательного учреждения. Над его строительством трудятся десятки человек, преимущественно местные жители. Вот и получилось: кому-то новые учебные места, а кому-то рабочие. Когда планируется окончание строительства, и более подробно об этом объекте расскажет наш корреспондент. Строительство школы в новом микрорайоне стартовало с начала июня. Общая стоимость объекта более 150 миллионов рублей. Это средства из федерального и республиканского бюджета. На данном этапе возводят каркас здания, устанавливают блоки и крышу. Заканчиваем 3-й этаж 6-го блока, 2-й этаж 1-го блока, спортзал. Заканчиваем, будем сейчас скоро перекрытие делать.
И остальные все, нулевой цикл прошли, начали, вот 5-й блок, идет у нас первый этаж перекрытия. Новая школа рассчитана на 720 мест. Учебное заведение будет трехэтажным. Первый здесь предусмотрен как административная часть, но помимо кабинета директора и учительской здесь разместятся большая библиотека, пищеблок и 2 спортивных зала. А на втором этаже большой актовый зал вместимостью 300 человек. Мастерские есть очень хорошие, и женские, и мужские, по, ну там, шитье туда-сюда, и мужские там идут столярные работы, строительные кое-какие предметы, там будут также преподаваться, там же классы кое-какие есть, где будут проходить полностью. В общем, начальный курс будет хороший. На очень важном объекте для микрорайона сегодня трудится более 70 специалистов, причем значительная часть рабочих здесь из местных, что служит дополнительной гарантией. За качество отвечают, ведь именно их дети будут здесь учиться. До завершения работ еще далеко, однако сдача объекта планируется в конце этого года. Ближайшая школа располагается в нескольких километрах от Нова. Дети в основном учатся в 2 смены. Новая школа решит не только вопрос с загруженностью соседних школ, но и качеством образования. Рарадат Холухоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Это были все самые интересные события. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.